Я продолжаю писать карту дня на 24 марта на пятницу. И смотрим мы с вами следующие 6 знаков зодиака. Это у нас знаки от весов до рыбок. Если вы сейчас зашли на это видео, вам нужны первые 6 знаков. Это, допустим, Овен, Телец, Близнецы, Рак, Лев, Дева. Но здесь их нет в этом видео. Как вам найти? Внизу под этим видео есть ссылка на первую часть. Нажимаете, переходите, и там будет ваш знак. А я смотрю дальше. Девы. Весы. Девы я уже посмотрела. Весы. 24 марта. Покажите мне, пятница, что будет у весов. Так, весы. Ожидание. Смотрите, кораблик выпадает. Угу. Еще было яблоко. Вот я яблоко не увидела. Если вы увидели яблоко, значит, у вас проиграются слезы, тогда корабль будет уже нельзя соединить. Ну, так вот бывает. Тайна. Может открыться какая-то информация, которая была от вас скрыта, спрятана, то есть вы этого не знали. Цыпленок. Общение с детками, с семьей. Но чаще это какие-то вот младшие члены семьи. Маленькие. Подарочек. Тайная встреча, свидание. Обман. Ну, здесь, конечно, как вариант, в этот день вас обманут. Каким образом? От вас втайне кто-то где-то будет встречаться. Может быть, дети. Видите, выпадают дети, обман. Да, то есть, может быть, ребенок скажет, что пошел в одно место, а пойдет в другое. Да, то есть, ну, это как вот, как вариант, как может проиграться. Колокольчик, пустые разговоры. Угу, здесь нет. В общем, получается, в этот день откроется тайна. Да, то есть даже если вот это куда-то кто-то и пойдет, то вы все равно об этом узнаете, да, потому что замок показывает, что невозможно скрыть, это открывается. В общем, откроется тайна в разговоре, да, будет разговор. Ожидание. Вы чего-то будете ждать. Подарок. Дети. Обман. И тайная какая-то встреча, свидание. В общем, вот такая тут история у вас, весы. Надо вам быть осторожным, потому что кто-то вас попытается обмануть в этот день. Но я так понимаю, что обман этот откроется. Благодарю за внимание. Перехожу к скорпионам. Скорпиончики смотрим. Скорпионы. 24 марта, пятница, события дня. Хорошие новости. Шарики выпали. У вас будут. Колодец нельзя. Нерешенный вопрос. Угу. Возможно, смотрите, в казенном доме. Нерешенный вопрос в каком-то госучреждении. То есть это может быть налоговая, больница, школа, сад. То есть, ну, любое госучреждение. Суд какой-нибудь. Подарок нельзя. Дорога.
Кстати, с дорогой это может быть и ЖД, вокзал, аэропорт тоже может так проигрываться. Деловая встреча. Слезы. Конфликт. Вот из-за чего слезы, конфликт. Горизонтали и вертикали я не нашла совпадений. По диагонали соединять нельзя, да, например, там нельзя вот мешочек соединить, подкову нельзя. Так, значит, смотрим, что получается. Из хорошего будут новости какие-то очень позитивные, может быть поездка, встреча деловая. Посещение госучреждения, оно показывает, что вопрос, да, который вы хотели там решить, он не решится. Да, вот ножницы, видите, не выпали. Нет ножниц, нет решения этого вопроса. Ну, здесь очень похоже, что скоро уже решится, потому что разделяет одна карточка. Да, то есть вы уже вот буквально в одном шаге от решения этого вопроса. Но в этот день нет, в пятницу нет. И выпадает также вот из минуса еще конфликт и слезы. Может быть, да, вот вы захотите продавить эту ситуацию, да, то есть через конфликт этот вопрос решить. Ну, если это будет так, лучше так не делать. То есть он решится в свое время, да, то есть вот не надо через силу это все делать. То есть конфликта надо постараться избежать. Ну, вот такая вот информация для вас, скорпионы. Благодарю за внимание. Перехожу дальше я к стрельцам. Стрельцы. Двадцать 24 марта. Стрельцы, события дня, пятница. Тайное свидание. Неприятность. Ожидание. Но тут ожидание будет очень долгим. Смотрите, вообще никаких событий нет и ожидания. То есть что-то вы тут будете выжидать во второй половине дня. Возможно, вот решение какого-то вопроса. Но он решится, да, вот если ножницы выпали, показывает, что решится, но как-то, наверное, придется подождать. Также еще Луна, она показывает, что будет событие, которое повторяется вот каждый месяц. Разлука. Чемодан. Прибыль. Так, прибыль еще есть.
Здесь нет. В общем, смотрите, получается, может быть тайная встреча, может быть неприятность в этот день, события, которые повторяются, расставание, временное расставание, решение вопроса, ожидание. Может быть, ожидание кого-то, с кем вы были в разлуке. Вот, может быть, еще так проиграться. Да? То есть, может быть, вы ждете какого-то человека, да, кто-то должен приехать. И прибыль. То есть, как бы по финансам хорошо, плюс. По делам хорошо, плюс. Решение. Ну, а минус это, получается, ожидание и какая-то неприятность в этот день будет. Так что вот такая вот информация для вас, стрельцы. 50/50. И хорошие, да, и не очень события. Смотрим дальше. Козерожки. Козероги. 24 марта. События дня для козерогов. Пятница. Гости. Чашечка чая выпадает. Надежда. Подсвечник. Может быть, какая-то романтическая обстановка с гостем. Конфликт. А нет, похоже наоборот. Конфликт и надежда на примирение. Представитель закона власти, да, то есть корона часто показывает, что человек себя ведет, ну, очень дерзко, да, то есть, возможно, вот здесь конфликт из-за того, что человек себя, да, вот надевает на себя корону, начинает себя вести как король. Ну, либо конфликт с каким-то очень влиятельным человеком. Но есть солнышко. Солнышко показывает радость, хорошее настроение. Я думаю, что здесь, не знаю, либо вы помиритесь уже к вечеру, либо как-то вот вам уже будет все равно, что вы поругались. Ну нет, видите, показывает, что решится вопрос, да, какой-то решится вопрос, из этого будет хорошее настроение. А может быть, вы решите этот вопрос с этим человеком, но через конфликт, да, то есть будете своего добиваться, добьетесь в итоге, и поэтому будете довольны. Вот так тоже можно прочитать. Неприятность нельзя. Застолье нельзя. Значит, что получается? Показывает, что у вас могут быть гости, или вы пойдете в гости, тут неважно. Да, то есть проведете время с гостями. Дальше будут надежды какие-то на этот день, общение с влиятельным человеком, ну или с кем-то, кто себя считает, да, вот в этот день будет считать себя влиятельным. Конфликт, решение вопроса, дела и хорошее настроение. То есть как бы есть минус, но я думаю, что он закончится для вас плюсом. Вот такая информация. Благодарю за внимание, козероги. Перехожу я к водолеям. Смотрим, водолеи. — 24 марта, пятница. События дня, водолеи.
Печаль. Что-то может вас расстроить в пятницу. Якорь, точка, остановка, задержки какие-то, когда вот ничего не происходит по якорю часто. Останавливается что-то. Но мы видим, событий нет, я не вижу событий. Любовь. Ну, в личной жизни хорошо. Будильник нельзя. Ничего не вижу. Получается, по якорю, да, то есть, скорее всего, видите, весь день ничего не происходит. Вот такое ощущение, что вы где-то вот, да, бросили якорь и находитесь в одном месте. Ну, единственное, хорошо, да, что вот в личной жизни будет плюсик какой-то. Но есть еще глубокая печаль. Возможно, вас расстраивает вот этот якорь, да, что вас что-то держит, не дает. Может быть, у вас там были какие-то грандиозные планы на пятницу. Но показывает, да, что по якорю что-то не дает вам реализовываться, да, двигаться и активничать. И, возможно, вот это вас будет расстраивать. Ну, тут, конечно, может и какая-то другая ситуация, я не могу сказать точнее. Что-то расстроит в этот день. Вот такая вот информация для вас, водолеи, на пятницу. Такой, знаете, день на паузе какой-то у вас. Благодарю за внимание, перехожу к рыбкам. Рыбки. Смотрим, 24 марта. События дня для рыбок. Колебания, сомнения при выборе. Может быть, подарка, смотрите, да, подарок выпадает. То есть, например, кому-то будете покупать какой-то презент, подарочек, да, то есть будет два варианта. Или вам дарят, да, то есть колебания, брать, не брать. Болезнью. Это может быть плохое самочувствие, посещение медучреждения. Смотрите, с подарком выпадает рыба. Да, то есть рыба — это всегда какие-то манипуляции, хитрости, уловки. То есть, возможно, вам дарят подарок для того, чтобы вас как-то вот приманить. Может быть, поэтому тут действительно не зря вы сомневаетесь, брать, не брать. Чувствуете, да, то есть выше у нас рыбка. Чувствуете, что есть какой-то подвох. Солнышко, хорошее настроение. Что у меня тут все разваливается. Тайное свидание, встреча. Приглашение.
Замок нельзя. Цыпленок. Цыпленок — это общение с детьми. Гости нельзя, обе карточки зафиксированы. Бабочку нельзя, и здесь нет. Значит, смотрим, получается, что вы стоите перед выбором, да, то есть у вас такие сомнения будут, колебания, сомнения. Подарок, хитрость, обман, манипуляции втягивают куда-то вас, поэтому надо быть осторожными. Плохое самочувствие или, возможно, вы будете посещать медучреждения в этот день. Может быть, даже, вот, например, с ребенком, да, то есть если мы берем детей, это тоже считается, да, тоже вы попадаете же в медучреждение, попадаете. Дальше тайная встреча, приглашение, хорошее настроение, ну и общение с детьми здесь. Так что вот такой день у вас будет в пятницу. В общем, ваша задача постараться избежать вот этой рыбы, да, то есть не попасться на чью-то удочку в этот день. Вот такая вот информация для вас. Благодарю за внимание и жду вас на своих новых видео.